Здравоохранение, пожалуй, главная сфера нашей жизни. Зачастую медики не просто лечат, вытаскивают пациентов с того света. За прошлый год далеко удалось шагнуть, как выяснилось, в лечении онкозаболеваний. Для повышения эффективности в этой части выделен беспрецедентный прежде $1 миллиард рублей. Не меньше планируется потратить и на развитие паллиативной медицины. В рамках нее значительное внимание будет уделяться помощи на дому. Кстати, прямо сейчас на местах происходит обновление автопарка скорой помощи. Глобальное обновление парка скорых помощи. Более 57 автомобилей мы получили в этом году, в том числе техника, которой никогда раньше не было. Это трикол для Заполярья Крайнего Севера. Еще недавно фраза «вообще не было» относилась и к некоторым сельским ФАПам. В 2019-м ситуацию с их дефицитом исправляли активно. Так новые медпункты появились, например, в Иби и Аджироме. В небольших помещениях все необходимое для оказания первой помощи и даже принятия родов. Кстати, в техническом оснащении мы почти догнали Европу. Медик из финской Лапландии признается, современные аппараты ЭКГ в коме схожи с теми, что используют у них. Отличие – видеосвязь. Еще есть другой вариант – это видеоконсультации, когда медсестра проводит осмотр пациента, слушает легкие, задает вопросы, и все это записывается на видео, и доктор может видеть и оценивать состояние пациента в целом дистанционно. Всего на закупку новой техники ушло более 700 миллионов рублей. Один из самых долгожданных – аппарат МРТ для детской клинической больницы. Особо значимой модернизация оказалась и для сосудистого центра в Сыктывкаре. Закуплены УЗИ-аппараты, реабилитационное оборудование и аппараты искусственной вентиляции легких. Повысить качество лечения позволили и бережливые технологии. Все-таки технологии, они в первую очередь нацелены на пациента, да, чтобы пациенту было удобно, чтобы пациент понимал, планировал все-таки свой визит в поликлинику. Но не надо забывать про то, что мы стараемся оптимизировать таким образом и работу персонала, да, чтобы она была понятна, чтобы она была равномерно распределена. Увеличить доступность медпомощи удалось и для детей с пороком сердца. Так, для ребят на базе коми республиканского кардиодиспансера состоялось более 100 консультаций. Около трети получили рекомендации на операцию в федеральных клиниках. А при помощи уже благотворительных средств маленьким пациентам и их родителям полностью оплачивалась дорога туда и обратно. На контроле этот вопрос держит и глава коми. Накануне Нового года он лично оценил все условия, а тем 30 ребятам, которые были вынуждены встретить праздник в стенах стационара, пожелал выздоровления. Я хочу, чтобы в следующем году у вас все было хорошо, чтобы вы как можно меньше обращали внимание на свое сердечко, чтобы у вас все было хорошо, чтобы сердце стучало как часы. И все для этого сделают наши замечательные доктора. А Дедушка Мороз обязательно ударит своим волшебным посохом, и все обязательно случится. В этом году какой был год? Кто скажет? Свиньи. Правильно. А следующий год какой? Молодцы. Молодцы. И мыши, и крысы, не важно. А чем отличается этот зверек? Но он сообразительный, правда? Да? Он шустрый, правда? Вот я хочу, чтобы вы были такими же похожими, как этот зверек. Сообразительными, шустрыми, быстрыми. Очень хорошо ориентировались в жизни, чтобы у вас все получилось. Вы сами себя не расстраивали своих родителей. Улучшение помощи детям и взрослым, разумеется, продолжится. Планы по развитию на этот год грандиозные. Одно из важнейших – строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре. На первый этап реализации из федерального бюджета будет затрачено более 200 миллионов рублей. Откроется учреждение по планам в феврале 2022 года. Евгения Гладкевич, телеканал Юрган.